Добрый день! Добро пожаловать в нашу сувенирную лавку. Да, я очень рада вас видеть. Заходите. Скажите, вы хотите приобрести подарок по какому-то случаю? Или же вы хотите приобрести сувенир в память о нашем замечательном городе Ижевске и нашей республике? Хорошо, хотите сувенир. А сувенир для себя или для друзей, близких людей? Для друзей, хорошо. Скажите, рассматриваете ли вы магнитики? Нет, магнитики не рассматриваете. Я вас поняла. Тогда устраивайтесь поудобнее. Я вам сейчас буду показывать, и вы мне говорите, нравится вам. Смотрим ли мы дальше этот сувенир или нет. Хорошо. Для начала я бы хотела вам показать такой очень необычный сувенир. Мне кажется, его оценят какие-нибудь творческие люди, люди искусства, художники, режиссеры. Или, может быть, у вас есть какие-то друзья, кто жил в Удмуртии, давным-давно переехал. Этот подарок тоже понравится. Так. Вот он. Смотрите. Это удмуртская грязь. Да. В коробочке. Да, самая настоящая удмуртская грязь. Собранная где-то в Удмуртии. И расфасована по таким милым коробочкам. Необычно, да? Да. Я думаю, что такой подарок может понравиться, а может и быть воспринятым как-то не так, да? Кто-то может не понять. Например, если вы бабушке или маме, это будет весьма странно, да, если они, например, у вас не понимают шуток, да, и как-то далеки от искусства. Хотите ли вы, чтобы я вам немножечко рассказала про удмуртскую грязь? Тогда сейчас я найду, у меня есть некоторые записи. И вот вам расскажу про них. Так, у меня тетрадочка, да, со всеми ценами. И где-то вот здесь, да, про удмуртскую грязь. Вообще этот проект «Удмуртская грязь», он был создан где-то 10 лет назад художником Романом Постниковым и Сергеем, сейчас скажу, Сергеем Шумихиным.
они организовали Всероссийское общество святых. Да, это художники, перформеры. И в музее, да, в комнате они поставили бассейн, примерно 2 на 2, наверное, метра. И этот бассейн заполнили настоящей грязью. Вот глиной такой, да, красной. Люди, которые пришли на эту инсталляцию, она еще называлась инсталляция с элементами фетиша. Вот люди могли созерцать эту грязь, могли пройтись по ней в предложенных сапогах, могли сделать какие-то косметические процедуры или просто поваляться. Для чего это они сделали? Для чего? Это хороший вопрос. Они хотели популяризировать удмуртскую грязь, как-то представить ее в виде бренда. Есть русская водка, есть воздух Питера, а есть удмуртская грязь. Да, так, необычно. Ну вот смотрите, что тут написано. Сейчас это найду. Так. Ну вот художники. Художники считают, что удмуртская грязь является популяризацией национального, географического и политического брендов. Кроме хождения в грязи и валяния в ней, предусмотрена бесплатная раздача удмуртской грязи бедным в кульках и продажа в фирменных банках среднему классу. Кроме того, ожидается подношение удмуртской грязи на подносе представителям высшей касты, заговаривание этой субстанции, рассматривание и разговор с ней, а также пляски и стояние в грязи. А есть у этого мероприятия осталась встреча в сообществах ВКонтакте. Там можете зайти посмотреть там фотографии, и у них в описании приведена такая историческая справка. Не знаю, придумана ли она или действительно имела место быть в истории, да, такие случаи. Ну вот что у них указано в исторической справке. Так. Так. Грязное море бушевало порой на ижевских улицах. Не спасали даже лошади. Иные повозки намертво застревали в грязи. В первые послереволюционные годы даже появился термин «иж-грязь». Особенно славно описал тщетную борьбу ижевцев с родимой грязью краевед и культуролог Игорь Кобзев в своем фотоальбоме «Ижевские картинки». Ну и так далее. Да? Больно вспоминать затерянный в грязи Ижевск. У нас на самом деле довольно грязные улицы, да, даже несмотря на то, что везде уже есть асфальт. Но у нас много лесов в Удмуртии, да, болот, родников. И, конечно же, эта близость с природой влечет за собой определенные последствия. У нас много частных секторов, в которых тоже не везде проложены асфальт.
Я даже помню, что когда училась в школе, рядом у нас был частный сектор, в котором у меня жила одноклассница. Так вот, она иногда ходила в школу на каблуках, но когда она переступала, так скажем, порог этого частного сектора, ей приходилось идти по грязи. Да, и то же самое, когда она в школу ходила, то есть сначала нужно было пройти через грязь, а потом выйти, так сказать, в цивилизацию. Вот. Скажите, интересен ли вам этот сувенир? Интересна ли вам эта история? Мы можем с вами посмотреть поближе. Здесь у нас пробный такой образец. Вот. Могу вам показать, как она выглядит. Можем с вами ее разрезать, если хотите посмотреть, нет ли там чего-то внутри. Разрежем, да? Хорошо. Тогда я прошу вас подойти к столу. Итак, давайте посмотрим поближе. Вот это такая маленькая коробочка, умещается в ладошку. Открываем ее и видим, собственно, удмуртскую грязь, да? Вот, смотрите. Здесь написано далеко не на удмуртском языке, да? На английском. Почему не на удмуртском? Я думаю, раз художники решили популяризировать этот бренд удмуртской грязи, да, то они, наверное, рассчитывали, чтобы о нем узнали не только в Удмуртии, не только в России, но и за рубежом, да, то есть это такой буквально европейский продукт получается. Для антуража положили, понятно, солома, что ли это. Да. Такая. Угу. Как шум костра, да? Что-то такое есть. Отдаленно напоминает шум костра. Ну, да, я предлагаю ее, давайте возьмем, да, кусок грязи, коробочку отложим. И так вот грязь. Она довольно внушительного такого размера. Да, мне кажется, что даже ее так особо не проткнуть. Да? Придется нам с вами попробовать ее как-то порезать, наверное. Ну-ка. Смотрите, и ножом тоже она не особо. Да, если только мы будем ее как-то расковыривать.
Вообще изначально, когда я только узнала о том, что вот есть удмуртская грязь, и мне почему-то казалось, что ее придумал другой художник. Есть у нас художник Максим Веревкин. Может быть, вы слышали о нем. Он уже не первый год делает фестиваль «Удмуртский лед». У нас очень много зимой ледяных скульптур художников из разных городов. Вот. Так, давайте-ка я вам принесу сейчас кисточку. Вот у меня есть такая кисточка, с которой будет очень удобно стирать. Вот. И я принесла несколько гвоздиков. Надеюсь, что гвозди будут получше входить в нашу грязь. Максим Веревкин известен тем, что он однажды ушел жить к бомжам. Это был у него такой проект. И даже есть про него фильм «Максим Веревкин. Арт-бомж». Можете тоже посмотреть в интернете, если вам будет интересно. Вот он несколько действительно месяцев, по-моему, жил с настоящими бомжами, где-то добывал себе еду. Вот. И он сделал интересные выводы, что бомжи не идут в ночлежки, потому что с ними там разговаривают не в них не видят людей. Вот. И даже были случаи, когда бомж умирал из-за того, что в том месте, где они ночевали, там просто были дыры, в которые дуло. И вот эти люди, которые там жили, они настолько к себе плохо относились, им было настолько все равно, что они даже не хотели заделывать, или даже не приходило в голову, что можно заделать эти щели. Вот, и Максим Веревкин заделывал щели, устраивал им там баню в доме. Вот. Кроме того, у нас очень много каких-то арт-проектов на фасадах домов. Вот, тоже там. Благодаря Максиму Веревкину очень много таких проектов. Я предлагаю намочить грязь и посмотреть, что с ней произойдет, раз она не хочет у нас колоться. Может, она у нас размякнет. Давайте посмотрим. Так, кладем нашу грязь и зальем ее водичкой. Вот так. Да, начала немножко булькать. Да, в сухом виде, конечно, она
более привлекательным. Ну вот ее естественное, так сказать, естественное положение. Вот, и недавно, в прошлом году у нас произошел такой случай. Была выставка или было какое-то мероприятие, на котором одна девочка вышла и стала говорить о том, что Максим Веревкин насильник. Вот. И другие девочки выходили и трогали ее за разные части тела и оставляли на ней следы, если не ошибаюсь, красного цвета. Вот, и это вызвало такой большой резонанс у нас в обществе. Как так? Знаменитый ижевский художник, общественный деятель. Как может быть такое, что он педофил? Ну, это насильник. И стали немножко разбираться как-то. А дело в том, что Максим работал в таком заведении, которое называется арт-резиденция. И вот есть подростковые клубы. Вот арт-резиденция — такое место, куда ребята, студенты или школьники могут прийти и выбрать то, что им больше по душе. То есть там есть студия, да, в которой вот Максим Веревкин. Там есть театр «Догма». Что там еще есть? Там есть киностудия, то есть есть оборудование, можно снимать кино. Это, по-моему, Никита Сморкалов зовут. Вот там есть такой небольшой музей, да, этнический, Ралли-Лили. Вот, то есть, ну, такое. Но больше всего, конечно, это тусовка молодежи, в которой растет наше будущее поколение. Вот, и девочки утверждали, что Максим Веревкин очень тесно с ними общался. Например, пытался поцеловать в губы или как-то трогал, или вот там ему вменялось то, что он говорил. Там, цитировать не буду, не помню, ну что вот ты там из тебя художница никакая, ну давай лучше сделаем выставку твоих голых фотографий. Вот. Позже Максим у себя на странице ВКонтакте выложил видео, в котором извинялся перед всеми. Если он кого-то обидел, но он эти обвинения не признавал и говорил, что он сожалеет, что вот если как-то неправильно были поняты его намерения. Вот. Поэтому странная такая ситуация, конечно. Я сама с Максимом знакома. Ну, мы виделись несколько раз вот так вот вживую. Меня знакомил с ним мой муж. И мы как раз пришли в арт-резиденцию пить чай, слушали музыку. Вот. И в какой-то момент он пригласил Максима, в смысле меня, танцевать. Вот. И я уже не помню, что именно конкретно было. То ли он меня хотел поцеловать в губы,
просто поцеловать. Что то ли он как-то меня, там рука у него начала спускаться на попу, не помню. Ну, в общем, я сказала, что не надо, и на этом все закончилось. Но я помню, что мне было немного непонятно. Это его манера общения. То есть я была как бы неподготовленная, что ли, к этому. То есть я не знала, как принято общаться с такими людьми, с художниками. Может, они все такие. Может, я слишком какая-то привередливая. Хотя, с другой стороны, почему какие-то должны быть для художников другие условия? Вот это тоже очень интересно. Ну вот наша грязь весьма непривлекательно выглядит. Цвета шоколада. Я думаю, что лучше, конечно, ее держать в сухом виде, да, не мочить. Но мы практически ее вот до конца растворили. Так что я вам смело могу говорить, что это настоящая удмуртская грязь. И никакая не подделка. Внутри ничего нет здесь, да. Вот, давайте еще попробуем. Да, что-нибудь там. Вот она насквозь такой кусок грязи. Причем такой добротной грязи. Да. Песок здесь. Вот. Ну и вот. И я сначала думала, что это удмуртская грязь тоже дело рук Максима. Но оказалось, что нет, это Роман Постников. Ну, в принципе, это все одно такое сообщество художников в Ижевске. Если вам все понятно, тогда я, пожалуй, свою маску буду смывать с рук. Да. И как смою, приду, мы с вами продолжим. Хорошо. Посмотрим дальше, что у нас есть, да, кроме грязи. Ну, смотрите, у нас есть журналы. Журнал называется «Луч». Это литературный журнал, в котором публикуются местные авторы. Ну, не только местные, да, еще какие-то дружественные журналы. Угу. Желаете рассмотреть? Нет, да, хорошо. Угу. Ну, да, не могу вам не показать новую книгу нашего удмуртского ижевского писателя Андрея Гоголева. Книжка вышла буквально на 2 недели назад. Она очень приятная на ощупь. Здесь такая супер обложка идет. Листочки очень приятные, такая печать. Ну, немножечко такие желтые листочки, но довольно плотные. Хороший шрифт. Вот. Да, если сейчас не будете брать, то ее, конечно же, можно заказать у нас в нашей лавке или, например, в книжной лавке Кусибай. Я вам контакт оставлю, хорошо? Угу. Ладно. Так.
Ну, из оригинальных подарков могу вам предложить микрозелень. Заинтриговала? Да, там была вот мужская грязь, а это микрозелень. Сейчас покажу. Вот такая коробочка. Ее наполнение может быть разным, да, в зависимости от того, что мы с вами решим туда положить. Это у нас такой витринный образец. Давайте рассмотрим. Название фирмы Grow Micro, да, микрозелень. Вот у них есть сайт, на который вы можете зайти и посмотреть, какую продукцию вообще делают ребята. Так. Давайте посмотрим, что здесь есть в нашем образце. Как вы можете видеть, здесь такие маленькие пакетики с семенами. Например, у меня в руках семена клевера. Потом есть семена чечевицы. Горчица. Да, можете посмотреть, да. Крупнее. Да, это маленькая редька. У вас тоже дома есть семена крупы. Да, ну смотрите, тут все семена обработаны специальным раствором. И в каждом наборе идет такая крышечка с дырочками. И такая микросеточка. Вы кладете семена в обычную банку, литровую, пол-литровую, там, 2-литровую, да. Ну, желательно в какую-нибудь небольшую все-таки, да. Например, пол или литровую. Кладете семена, сначала промываете их и заливаете водой. Водой нужно заливать столько, сколько написано в инструкции. У каждого вида семян, да, вида свое количество воды. Вот и закрываете этой крышечкой. И все. И наблюдаете за тем, как у вас вырастает микрозелень. То есть буквально за 3-4 дня вся ваша литровая баночка прорастет вот этими семенами, да. А микрозелень очень полезна для организма, для пищеварения. Да. Да. Мне кажется, что это замечательный подарок для, например, бабушки или мамы, да, для тех вообще, для всех, кто заботится о своем здоровье или кто любит работать с растениями, например. Вот, то есть здесь земля не нужна, здесь можно вырастить микрозелень в обычной банке. Да, ну тут даже, видите, на самой коробочке есть инструкция. Вот. Как вам нравится? Так. И что вы решили? Угу. Я очень рада, что вам
понравилось, да, и что вы остановили свой выбор именно на этом. Тогда я попрошу вас пройти к кассе, а я в это время заверну вам ваш сувенир. Угу. Да, очень рада была вам помочь. Приходите к нам еще, да, советуйте наш магазин. Угу. До свидания.